В эфире новости IT мы говорим о сложных вещах простым и понятным языком. В этом выпуске российские беспилотные технологии, создатели якутского стримингового сервиса Bunter Life расскажут о сотрудничестве с Microsoft и новые подробности нашумевшего боевика Cyberpunk 2077. Обо всем этом и не только в ближайшие несколько минут. Поехали! Инженеры Массачусетского технологического института создали нитевидного робота для более точного и безопасного проведения операций. Он поможет хирургам при устранении повреждений, связанных с инсультами и аневризмами. Толщина робота меньше миллиметра, а конструкция довольно проста. Сердцевина покрыта слоем резины с добавлением магнитных частиц. Также поверх всей этой конструкции есть дополнительный слой из мягкого гидрогеля. Благодаря всему этому робота безо всякой опаски можно поместить в кровеносный сосуд и управлять, двигая над телом пациента мощным магнитом. Таким вот образом, магнитный робот поможет легко достигать мозга и удалять образовавшиеся в нем сгустки крови. Ведь именно нарушение кровообращения в мозге становится причиной инсульта, инфаркта и других частых смертельных заболеваний. Ранее для устранения подобных проблем хирургам требовалось либо проводить открытую операцию, либо использовать катетеры, за передвижением которых необходимо было следить при помощи рентгеновского оборудования. И ни для кого не секрет, что использование рентгена довольно опасная штука, с которой нужно быть аккуратным. Пациенты проходят процедуру редко, и облучение в таком случае не несет опасности. Хирурги же проводят операции каждый день, а с такой частотой он уже может нанести непоправимый вред здоровью своей дозой облучения. Так или иначе, испытания прошли успешно, и в ближайшее время обещают обучить персонал и начать проводить операции с помощью этой новой технологии. РЖД испытала беспилотную электричку. Так называемую «Ласточку» представили на международном железнодорожном салоне «Про движение Экспо». Электричка оснащена камерами, радарами, лидарами. С их помощью машина отслеживает препятствия. Должна либо их преодолеть, либо остановить. Во время испытаний перед беспилотником выставили манекены. И что вы думаете? Поезд успешно затормозил. Тем самым мы вплотную подошли к беспилотной технологии. По мнению как властей, так и экспертов, Россия в железнодорожной отрасли опережает зарубежных коллег в среднем на 1 год. РЖД усиленно взялось за беспилотное вождение из-за повышенного уровня безопасности и надежности перевозки. Но встает вопрос, а как же рабочие места, которые теряют люди при подобной роботизации? На это в компании ответили, мол, машинистам не стоит переживать о том, что их труд не будет востребован. Несколько изменится их функционал, но наблюдение за системами все равно останется за человеком. Управление электропоездом, кстати, может осуществляться автоматически как из кабины машинистом, так и из центра управления перевозками. Человек пока все же нужен для принятия решений в случае возникновения нештатных ситуаций. Говоря о сроках, новая версия «Ласточки» начнет ездить пока в тестовом режиме по Московскому центральному кольцу на автопилоте уже в сентябре этого года. Беспилотные технологии в России появятся не только в РЖД. Российские разработчики искусственного интеллекта Cognitive Technology, которые партнерятся с Hyundai, планируют создать софт для распознавания участников дорожного движения. Если все пройдет гладко, программу установят в беспилотные автомобили Hyundai, которые должны появиться на рынке в 2022 году. Иными словами, по стопам Илона Маска и наши ребята делают успехи. Говорят, что ПО будет взаимодействовать с видеокамерой под ветровым стеклом машины. В основе программы лежат нейросети глубокого обучения. Систему тестировали в российских суровых условиях, поэтому она работает во время дождя, снега, тумана, ослепления солнцем и темноты. Справится ли она с якутскими морозами – вопрос, но в наших условиях постоянно тестируют разного рода технику, поэтому вполне возможно, что Cognitive Technology в скором времени заглянут в гости к нам на испытания своего беспилотника. Во всей стране, в том числе и в нашем регионе, активно взялись за обучение цифровой грамотности. Обучают как учителей, так и госслужащих. На днях перед одной из таких образовательных групп выступил министр инноваций Якутии Анатолий Семенов. Рассказал о том, какая работа сейчас ведется в этом направлении. В течение 3 лет обещают подключить к сети более 1100 социальных объектов. Это школы, районная администрация, объекты МЧС, Росгвардии, центры избиркома. Для этого дополнительно построят больше 2000 километров ВОЛС. Также каждое профильное министерство сейчас разрабатывает дорожные карты по внедрению цифровизации в свои отрасли. Большие изменения должны произойти в области здравоохранения. Миллиард рублей выделят на инфраструктуру, медоборудование, разработку удобных цифровых сервисов, мониторинг и профилактику болезней.
полезнее. Развитие связи уже дает свои первые результаты. По данным Центробанка страны, сегодня якутские IT-компании генерируют 70% экспорта IT-услуг для всего Дальнего Востока. В плане до 2032 года создать в регионе 10 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест. Не обошел вниманием IT-отрасль и глава Якутии. Во время прямого эфира в социальных сетях ему задали вопрос, будет ли увеличиваться площадь IT-парка в Якутске. На что он ответил, что все задачи, которые ставили перед площадкой, выполняются. И когда IT-парк заполнится полностью, возникнет потребность в новых площадях, а с учетом частоты появления там новых резидентов, эти времена не за горами, то власти пойдут на увеличение площади. Да и вообще поддержка IT-отрасли – это один из приоритетов. А гостем дня сегодня стал Сергей Протопопов. Создатель стримингового сервиса Бунтер Лайф – это первый подобный сервис в Якутии и один из первых в России. О его сути, необходимости в наше время и сотрудничестве с Microsoft он рассказал в интервью нашей программы. Сергей, когда заходишь на ваш сайт, видишь возможность и просмотра вебинаров, и фильмы, и какая-то покупка и товаров, и услуг. Что все-таки представляет из себя ваш сайт и ваш проект? У нас довольно гибкая платформа. Мы, если совсем по-простому сказать, мы занимаемся видеостримингом. Это когда ты обеспечиваешь поток видеотрансляции, например, да, или передачи видео от одного человека к другому человеку. И если раньше было как? Люди скачивали сначала, да, какое-то видео, а потом смотрели, то сейчас все, даже самые большие фильмы смотрят, более 99% сейчас просмотров обеспечивается за счет прямого потока. То есть человек сразу смотрит на сайте, не скачивая. Это называется видеостриминг. И вот мы занимаемся этой сферой, и в этой сфере достигли некоторых успехов. И, хотя мы еще новички, можно сказать, наверное, да, в этой области, все равно. Хотя, при всем при этом, мы одни из самых ветеранов по миру, и по России, если взять, то совсем ветераны. Потому что видеостриминговые сервисы, они начали развиваться, вот мобильные видеостриминговые сервисы, они начали развиваться в 2015 году. Тогда же мы начали этим заниматься. С появлением перископа, если я не ошибаюсь. Да, да. А теперь мы это обеспечиваем и в США обеспечиваем, в России обеспечиваем. У нас сейчас в 17 странах, дата-центрах стоят сервера, и они обеспечивают, чтобы сервис Bунтер Лайф работал. И мы нацелены, на вебинары. Это для людей, которые хотят мастер-классы запустить. Например, не знаю, как изготовить пирог там, и так далее, и так далее. Поэтому выходят и другие совершенно материалы. Например, видеофильмы. Да? У нас не так давно, в этом году, была премьера «Лологото» фильм. Там уже более 50 тысяч просмотров, и, там бесплатную часть, кто посмотрел, да, а кто платную, это около 1500 человек уже оплатили и посмотрели. Мы предварительную работу провели по защите авторских прав, да, у нас есть некие телодвижения в области защиты от пиратского контента, да, мы помогаем выявлять пиратов, предупредительные письма отправлять и так далее. У нас юридическая служба есть. И это помогает не только людям получать как-то в удобном месте тогда, когда они хотят, в том формате, какой они хотят, но помогает еще и авторам зарабатывать. Пользователи только из Якутии? Со многих стран. Таиланд тот же, например, взять, или США взять, Канада, Россия. В меньшей степени в России представлены на данный момент. Но сейчас работаем над этим, так что все звоните, пишите, обращайтесь. Мы находимся в Якутске, в IT-парке. Наш основной головной офис здесь. 90% сотрудников тоже здесь. Мероприятия помочь трансляцию устроить. Медиапорталы мы сейчас школам поставляем. У нас образование вот взяло это, для образования это прям, не знаю, намолено, скажем так, да. И потому что даже если карантин идет, то в онлайн-трансляции это не ограничение. Человек болеет, он может, либо школа вся в карантине, например, а люди заходят и смотрят передачу, так сказать, с урока. Дайте пару-тройку советов, как лучше преподнести свой контент так, чтобы он начал пользоваться большей популярностью. Мы здесь особо советов стараемся не давать. Мы стараемся дать советы именно в области того, как увеличить эффективность своих трансляций. Например, если у вас есть 10 тысяч подписчиков или 1 тысяча подписчиков в Instagram, то вы выходите к ним с определенной информацией. Да? И я вижу, через 2-3 поста обычно все равно что-то вот рекламного характера есть, да? Или человек собственный бизнес продвигает. Вот здесь мы как раз можем пригодиться друг другу, мы можем дать платформу нашу, да, бесплатно, чтобы вы могли прямую трансляцию сделать на Бунтер Лайф,
ссылку на это разместить в Инстаграм, люди кликают один раз по ссылке в профиле, например, да, в Инстаграм, и сразу в один же клик выходит прямая трансляция ваша, которую вы сделали на Бунтер Лайв. И здесь отличительная особенность будет то, что вы будете по-настоящему зарабатывать, потому что здесь есть кнопочки «Купить», и люди, не выходя из экрана видео, будут покупать. И я думаю, за счет денег, которые вы зарабатываете, больше, да, с нами, вы сделаете еще лучше контент. То есть ваши подписчики еще более высокое качество получат от вас. Как у вас дела обстоят с конкуренцией? Какова динамика за последние полгода? Действительно, есть гиганты стриминговых сервисов, Netflix, например, да, если мы возьмем. Огромная аудитория этим интересуется. Стриминговые сервисы растут по всему миру, и, например, и новые появляются, на самом деле их много, их не видно, но их много. У нас, во-первых, разнонаправленная и довольно гибкая система, плюс у нас инвесторами выступили Microsoft, нас профинансировали в 2017 году. За счет этого наша архитектура, которая обеспечивает видеотрансляции, это та же архитектура, которая обеспечивала трансляции в 2014 году Олимпийских игр. И в более модернизированном виде сейчас это существует, поэтому мы в одном эфире можем 450 тысяч человек, например, зрителей держать. Это очень большой сервис, и мы надеемся, что для больших корпораций и так далее, с которыми мы сейчас тестовые эфиры проводим, это оценят, и мы как-то конкуренцию дадим. CD Projekt Red, как и обещала, представила 15-минутный геймплей-ролик своего боевика Cyberpunk 2077. В нем разработчики рассказали о нескольких деталях проекта. В первую очередь двух бандах – ведуистах и животных, и районе Пасифик, где обитают эти группировки. Изначально район создавался для туристов, но превратился в пристанище для низших слоев общества. Два пути прохождения одного из заданий в середине игры – в лоб и скрытный через хакерство. Впрочем, фактически все показанное во время трансляции так или иначе было известно с E3 2019. Среди действительно новых деталей герой Киану Ривза Джонни существует только в голове протагониста в виде чипа. В зависимости от ваших решений он может быть как союзником, так и врагом. В открытом мире нет никаких загрузочных экранов, но есть возможность быстрого перемещения, хотя сами разработчики призывают не пользоваться этой функцией. Напомню, что Cyberpunk 2077 выходит 16 апреля на PS4, Xbox One и PC. Ну а на сегодня все. Повтор программы вы найдете на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте як24.ru. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго.